24 октября на сцене Татарской филармонии Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова представил программу «Парад басов». Солисты из Москвы и Санкт-Петербурга воплощали на сцене серию великолепных сценических образов. Каждый из них уникален, каждый из них покорил самую взыскательную публику столичных театров. И каждый из них продолжает традиции русской оперной школы, заложенной когда-то Федором Ивановичем Шаляпиным. Федор Иванович сделал для нас, для басов, он как Гагарин был первый. Первый, кто так прославил наш голос, русских басов, кто... До него, конечно же, были замечательные басы и артисты, но так, чтобы оставить такое впечатление от актерской игры, то есть все же говорят именно, ну если вот бас, Шаляпин, никто же не говорит там какие-то другие там Фурланетто, да, Раймонди, да, еще какие-то говорят Шаляпин. Значит, это уже есть какой-то такой кумир для всех. Он нам дал пример, к чему стремиться, как совершенствоваться, как работать на сцене, чтобы это не была действительно актера-музыканта, да, на сцене, но чтобы это именно был синтез театра, музыкального действия, да, и всего-всего, чтобы это был такой мощнейший поток энергии и информации для зрителей, чтобы он забывал вообще обо всем. Сидел, распахнув уши, глаза и внимал каждому слову, каждому жесту. Это так интересно, когда опера приобретает такое живое начало, да. Алексей Тихомиров – воспитанник Казанской оперной школы. Невероятное добродушие и отличное чувство юмора он отчасти объясняет спецификой работы. У басов какой-то здравый смысл все равно присутствует. Если просто, может быть, из-за того, что сколько раз, выходя на сцену, видел, как тенора волнуются перед выходом на сцену, как их прямо начинает трясти перед верхними нотами, да. Там, куда вы голос удалились там или еще. Тебе нужно выйти и спеть этим высоким голосом, теноровым таким, да, тембристом, очень высоко. А мороз на улице, да ты еще и заболел, да еще у тебя ботинки промокли, да. И тут надо удивить всех этим бельканто, давай-ка верхнюю ноту тенора выложи. Вот, нам басам проще. Простыл, не выспался, низ еще больше звучит, да? Открыл. Вот, о, русский бас, простывший. Да? Вчера еще что-то отмечал, видимо. Эдуард Цанга, бас из Санкт-Петербурга, приглашенный солист Мариинского театра, в подобном параде басов участвует впервые. Вообще парад басов для меня это что-то новое. Это мне с первой мысли, с первого сознания мне это очень дорого, потому что наш мир оперный, он не такой большой, и не часто встретишь таких талантливых людей, как Алексей Тихомиров или Михаил Гужов. Вот. И, в принципе, я очень счастлив и рад, что мое имя, моя фамилия в таком созвучии, парад басов, это очень приятно. Все столичные артисты среди любимых ролей отмечают партию Бориса Годунова. Михаил Гужов, московский бас, посетовал на некоторую ограниченность басового репертуара в сравнении, к примеру, с тенорами. У басов обычно по объему репертуар гораздо меньше, чем вот у теноров, потому что у нас тенора, поскольку они там всегда герои-любовники, вот, им всегда больше достается. А по ролям у нас все басы, они, сами знаете, они папы, там, опекуны, какие-то дедушки. И вот там это Сусанин, тот же, ну, Борис Годунов, хоть у него объемная партия, но он все равно, как вот он поет, допустим, монолог Бориса «Достиг я высшей власти». И, как правило, вот режиссер ставит, либо он этот монолог говорит либо сыну
либо дочки Ксении. То есть он все равно как папа, он отец. Конечно, есть исключения. Вот, конечно, мы можем взять Дон Жуан. Да. Его поют тоже высокие басы, он герой-любовник. Ну, хоть что-то должно доставаться басам. Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено совершить столь славный подвиг. Эмоциональная игра оркестра и блестяще воплощенные сценические образы. Парад басов никого не оставил равнодушным.